Уже завтра Сыктывкару исполнится 241 год. Спортивные мероприятия, выставки, ярмарки, концерты и выступления звезды российской эстрады. Что ждет жителей и гостей столицы Коми в День России и в День города, знает Александр Карепин. Празднество стартовало уже сегодня с открытия художественной выставки «Вдохновленный Севером». Она посвящена столетию республики и Дня открытых дверей в учреждениях культуры Сыктывкара. Кульминацией дня стал большой гала-концерт творческих коллективов «Сыктывкар. Центр притяжения». В этот вечер театр оперы и балета «Арт-пространство столицы». Территория безграничного творчества. Наш город будет представлять самые лучшие творческие коллективы. Это будет много интересных моментов, много сюрпризов для зрителей. К сожалению, мероприятия были перенесены с театральной площади в сам театр оперы и балета, но от этого оно не будет менее интересным или, предположим, не красочным. И очень много сюрпризов будет предоставлено, сделано для гостей даже после самого окончания концерта. День города же начнется со спортивных мероприятий в столичных парках. С 8 утра все желающие могут сделать утреннюю зарядку под руководством специалистов по физкультуре и спорту. А уже в 11 в парке имени Кирова состоится гонка с препятствиями «Одни из нас». Более 200 человек примет участие в забеге. На Стефановской площади пройдет ярмарка. В течение 2 дней будут работать торговые ряды товаропроизводителей как из Коми, так и других регионов – Вологодской, Липецкой, Архангельской и Кировской областей. И это еще не полный список. Завершится День города праздничным концертом, в котором нас ждет выступление российской певицы и исполнительницы народных песен Марины Девятовой. 12 июня, конечно, большой, огромный праздник для всей нашей страны. Это День России, ну и, конечно, День города Сыктывкара. И вот это такое двойное праздничное настроение мы попробуем, я уверена, что создадим в зале театра оперы и балета на торжественной церемонии награждения. Одним из главных событий дня станет открытие памятника пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Оно состоится в аллее возле первой школы, где также пройдет торжественное возложение цветов к монументу. Отметим, что проведение мероприятий согласовано с Роспотребнадзором, и они проходят с учетом всех профилактических мер.